Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный ведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Михаил Михайлович Черосов, доктор биологических наук, директор ЯНИС Янце Соран. Красавчик. Да, я это запомнил. Да, это я запомнил, но я сейчас скажу. Это наша аббревиатура, ваша аббревиатура. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 300 лет нам скоро. Вам 300 лет. Да, сегодня вообще знаменательная дата. Наша передача ровно 3 года назад во время этих съемок 6 февраля вышла в эфир. И мы с тобой знакомы ровно 30 лет. Примерно. Да, примерно. Ну, примерно 30 лет, потому что мы 30 лет назад с тобой познакомились. Не затрагивая вообще тему того, чтобы... Футбола. Да, я думаю начать с футбола. Мы познакомились на футболе. Семен тоже болеет за футбол, я тоже болею за футбол. Как так произошло? Ну, вообще я учился в Ленинградском университете, и у нас там вообще играли в футбол очень много, и было много ребят из разных городов страны, в том числе из команд... Нет, из «Зенита» не было, конечно. Это украинские многие были команды, и в основном из Крыма. И, соответственно, ребята играли на хорошем уровне, были в Москве. Ну и как-то меня взяли, а я в детстве играл в хоккей, но на воротах. Да. И в результате сказали, давай становись. Тоже? Да, Миньку, маленькие ворота. Я на большие-то вообще не получается никогда. Поэтому, поиграл. А потом приехал в Якутск и создал ассоциацию футбольных лиг. АФЛ, Да. в котором ты, оказывается, тоже играл. Да, оказывается, и куча народа было. Куча народа было. Да. Одна из самых таких знаковых этих на льду, на Талом озере. Да. Это вообще, короче, жесть жестяная. Было такое дело. А потом еще немножко помогал в освещении вместе с журналистами. Мы громко назывались пиар-служба команды «Динамо Монтажник Якутск». Да, мы освещали, там, программки делали и так далее. Но это было такое хобби. Не знаю, это, может, это помогает. Да, ну, футбол, как говорится, футбол юнитесь. Да, говорят, футбол Да, объединяет. Да, потому что, да, мужики, если собираются начинать разговаривать о футболе, мы можем стоять всю дорогу разговаривать по футболе. Но у нас сегодня кулинарный концепт, и учитывая то, что нам нужно что-нибудь приготовить. С чем ты к нам сегодня пожаловал? Да. Так, что я вообще готовлю, конечно, не очень, но, конечно, период холостяцкий заставил все-таки немножко кое-что. Да. И, конечно, самое простое, многие, наверное, знают, это гренки. Когда утром быстренько раз сделал, раз и побежал, да? Ну, а так как гренки это несколько минут, это несложно, передача длинная, поэтому мы решили семейным своим составом сделать жареное мясо, гречку, сделать подливу, потому что просто так без этого это неинтересно. Ну и попутно... Потом, когда будут гренки, немножко мед, наш якутский и так далее. Вот все. Ну, то есть, как бы будет это полный ужин. Второе блюдо и еще десерт. Да. Может, получается. Хорошо, да. С чего начинаем? Ну, начинаем с того, что мы должны быстро гречку поставить, потому что она достаточно легко делается. Мы ее чуть насыпем. Много не надо. Хотя, учитывая наши габариты, наверное, давай побольше. Ну, смотрите сами. Да, достаточно. Да, я думаю, достаточно. Гречку я люблю. Ну и для скорости надо ее залить горячей водичкой, да, примерно в пропорции 1 к 2. Много не надо, чтобы потом не... Давай еще добавим. Давай. Так, посолить это дело святое. Сразу? Так. Это то, не то, это соль. Нет, мы любим руками. Найти выход. Все переварится, все. Да, Семен, помоги, пожалуйста, там уже включить, я так понял, да, уже. Да. А вдруг не успеем? Не успеем. Сырую гречку не очень хорошо. Так, гренки это у нас в первую очередь яйца. Немножко их ломаем. Много, наверное, и не надо. 4 хватит, потому что у нас хлеба столько, сколько есть. Я как бы придумал классификацию гренок. Гренки бывают какие? Бывают не сладкие, бывают сладкие, бывают жареные, бывают недожаренные, бывают пережаренные. Гренки бывают разные, короче. Разные, да. То есть в этом плане нам нужно, пожалуйста, это вилочку. Нет, это вот нужно, чтобы мы просто ее пожарили, очень просто. Тогда пожарили.
Да, пойдет. Прямо такими. Да-да-да. Хорошо. Значит, ну, типа аналог как омлет, наверное, все это прекрасно знают. Ну, я люблю, чтобы было молоко, но не очень много, потому что Чуть-чуть. когда чуть-чуть, да, потому что когда слишком много, тогда Держи вот. становится слишком их. Ну, опять снова надо перемешать. Чуть-чуть сбить, да? Ну, они должны быть однотонные, равномерные, и, соответственно, нам нужно все равно взять соль. Как ни странно, соль, конечно, это Посолимши. смерть, конечно, говорят, но Ничего, ничего. чуть-чуть надо. Но еще тут интересное сочетание. И еще немножко сахара надо было. Я, между прочим, сахар забыл. И сахар оказывается. тоже? Да, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, сладкий же. Зачем добавлять А, сахар, нет. если добавил уже соль? Да-да-да, ну вот Хотелось бы интересно. сказать, ну да, правильно. Не, ну можем и это на любителя. Да-да. Так, ну в принципе у нас готово. Мы тут, надо ее включить. Я совсем забыл. Так, ну и когда мне говорили, что я делаю гренки, слишком... На сливочном было- масле, сливочном масле, потому что, ну, в чтобы принципе, было они, вкусно. они вкуснее намного, конечно. Конечно. Соответственно, в этом плане гречка у нас закончит свою... Гречка у нас да, ну, да, потихоньку она подкипает. потихонечку идет. Подкипает, и она дальше готовится. Масло, ну, давайте побольше, потому что, в принципе, у нас... Теперь наступает вещь, к которой нужно очень относиться с любовью, потому что гренки, они нуждаются в том, что степень промачивания. То есть вот берем стандартный Обычный хлеб. обычный хлеб, да? Но бывает тут и корочка. Ну, Вот корка – это особый случай. так, Соответственно, слишком долго передерживаешь, тогда она слишком пропитывается. да. Да, поэтому можно и нужно сделать... Диффузия происходит быстрее, я бы Да, сказал. во-во-во, ты же физик, да. По первому образованию. Да, по первому образованию, да. Поэтому, соответственно, нужно ложить так, чтобы она не сильно промочилась, М. ну и, а вот корочку чуть подольше, чтобы она пропиталась. Вот ты так подробно рассказываешь. Потому что и методика есть такая, и, в науке, наука. Да, и методика, и, скажем так, проектный подход. Все правильно. Да, исследование это всегда проект. Да, это это проектный подход. А как вообще с готовкой? Любишь, не любишь? Ты Ой, же сказал, что вроде как не умеешь. Нет, что-то там. нет, это... Скромно. Задаемся другим вопросом. Не, ну то, что я делаю, это так элементарно, это для... Но тем не менее, видишь, так щепетильно, тщательно подошел к процессу, что степень промачивания, Ну, знает, да, сколько прожаривания, потому что время когда- прожаривания, Нет, делаешь, когда... Я с технологический коллегой цикл. А? Такое чувство, что я с коллегой стою. Да. Конкретный технологический цикл, да. Все, да, технологический цикл. Вот сильно много не надо, Так. сразу раз, и ложишь. Раз и А это чуть положил. подольше. Ну, это чтобы показать разницу технологий. Это вот называется гренки, да? Да, это... Я гренки. их называл смыто-хлеб. Ну ладно, детям своим ну, тоже может быть, такое да. делал. Соответственно, если хлеб. соли немного, то можно добавить мед, Да. какого вкуса. Ну вот я взял мед, наш якутский мед в этом плане, и это тоже очень важно. Ну а в основном все делают достаточно быстро. Это тоже быстрый завтрак. Да, быстрый завтрак, поэтому я этим вам дам. отлично пользовался. Этим проворачивать, вот Нет, если что есть. Как-то это непривычно. Привычно Вот есть люди всегда работают вилками, ложками, и все. А это все поварские Для крутых. особенности, для крутых. Теперь нужно немножко дождаться. Вот пока она сильно не грелась, она будет не очень сильно такая нагретая. Ну, можно, конечно, немножко посмотреть. В принципе, Рано. еще рановато, да. Рано. Рановато. Или Тут, можно усилить огонь. да, можно усилить огонь. Чуть-чуть огня. Да. Так, А, у вот нас правильно. это не очень много. Так. Ну, в принципе, мясо готово. Сейчас у нас как закончится гречка, мы ее Займемся займемся мясом. уже мясом. Мясо жеребятина, я так полагаю, да? Ну, мясо жеребятина, Тоже да, быстро будет. да, довольно быстро. Да. Поэтому нужно что-то рассказать. Да, что-то рассказать, да. Первое, то, что я хотел спросить, немножко, Михаил, расскажи, пожалуйста, о себе. Да, откуда родом и почему именно вот выбор профессии пал именно на биологию, Ага. Ну, вообще у в том меня... числе и на растения. Да-да-да. Ну, есть очень интересная наука география. О, видите, мы уже начали. Кайфушка. География, внутри нее есть много очень направлений. В том Так. числе есть ботаническая география, есть ландшафтоведение, агроландшафтоведение, в том числе геоботаника прикладная, в том числе луговедение, луговодство. Луговодство. Поэтому, соответственно... И Ух ты, северное луговодство. Надо чуть уменьшить. То есть, в принципе, это... Поэтому я, ну вот как бы естественный испытатель, хотя родился в городе Якутске. Но мама, папа из Улусов, папа Татинский, мама Мегинская, поэтому всю жизнь летом всегда в деревне. Мгм. На сенокос отправляли там.
приходилось работать на своих родственников. Шучу. Нормально. Заставляли. На себя, на И себя. это было нормой. На дедушку. Да, с сено бабушкой. косили все Это лето. надо, да, обязательно в порядке. Поэтому, соответственно, ну, потом перевелся, поступил здесь, в Якутске, наш БГФ, легендарный БГФ. Почему? университет. Ну, потому что география, биология, все там. Нет, я всё имею в виду, относится. что почему именно интерес, ну, кто-то стал, я не знаю, математиком, кто-то стал химиком, кто-то стал я физиком. естественно, испытатель, то есть я биолог, географ, по сути. То есть всякие комары и так далее меня не особо пугало, это очень Ага, важно. Ну, именно растения. Да, ну а дальше я уже в Ленинграде стал фактически человеком, который стал изучать биогеографию, то есть в том числе растения туда входят. Ну и это было нормально, мне это нравилось. В том плане университет и академическая наука, в которой я сейчас работаю, она дает возможности много изучать и много знать. Ну и докторская диссертация была посвящена Якутии в целом. Кандидатская, докторская, то все. Это параллельно. Все С Якутии, да? футболом, с общественной работой, там, с детским движением, все что угодно. Все можно успевать, если иметь желание и мозги. Это, считай, главное. О, у нас гренка уже готова. Гренка пир. Да. Вот сюда, да? Да, мы ее, в принципе... Пока выкладываем просто. Да, еще такая ситуация, что очень часто, когда вот родные кто-то делает, например, да, то дети могут, например, прекрасно кушать. Это тоже очень важно. Теперь перейдем к новому виду гренок. Так, Из батона. нарезного. Да, нарезного. Он тоже очень хорош. И, соответственно, мы получаем возможность тоже оперативно, быстро это все делать. Соответственно, но все-таки основное блюдо, я хотя Эмилии это говорил, сказал, гренки, я больше ничего делать не умею. Но потом как-то было сказано, ну что-то слишком смешно, давай хотя бы мясо пожаришь. Да. Поэтому вот Побольше. Семен сделал. Да, вот, видите, 4 нормальные. И тут 4, там 4. В чем отличие между этими гренками, как ты думаешь? Потому что это хлеб, а это батон? Правильно. Да. Это очень мудрое решение, но Да. кому-то батоны нравятся больше. Это же очевидно, хотел сказать. Да. Кому-то батоны нравятся. Да, вот опытный Семен подсказал, что нужно подмаслить. Так, есть такая еще поговорка, кашу маслом не испортишь, но гренки, в принципе, тоже маслом не испортишь. Хотя, конечно, сейчас, наверное, все осуждают, что за нездоровая пища. Это смотря на мои габитусы, но я не всегда был таким. И все-таки наоборот стоял там, надо было держать форму. Ты же помнишь, что мы всегда с тобой играли за какие-то слабые команды, и нам приходилось всегда много бегать и работать. Хотя ты вроде супер игрок же. Ну, потом. Да. Ну, слава богу, передача не обо мне, а передача о тебе. Да, но ты же... Чем вообще началось увлечение наукой? С первой гербарии и все прочее? или как? Ну да, это само собой, потому что надо заниматься. Но не сказал бы гербарий, там было все подряд. И там яйца, птиц, это случайные находки различных там остатков. Ну и с растениями. Я делал в детстве опыты по пересаживанию, взял примула фариноза, с его законного места перенес рядом с домом, а она сдохла. Потому что это, в принципе, совсем другие условия. Но я хоть понял, что, оказывается, не все там, если у нас лучше, то там хуже. На самом деле там, где она росла, было лучше, чем... Но это был научный эксперимент. Да, маленький, я потом понял, Маленький что это научный научный. эксперимент. Ну и потом, в принципе, экспедиции, жизнь и так далее. В том числе надо было в экспедициях всегда полевики обязаны готовить. Там нет такого, что я начальник, не готовлю. Да, на полях надо выживать. Надо просто помогать. Это просто софтовые навыки. Ну вот мы делаем не очень прожаренные, поэтому, в принципе, это как раз Это соответствует. уже все хорош, да? Да. Да, мне тоже так кажется. Ага. И Вот чуть-чуть вот такой цвет уже. Да, это- в принципе, это вот уже мы фактически на всю семью, на всех детей, у меня 3 детей, Раз, уже и в дамке. можешь, раз уже создали. Ну, учитывая то, что у нас уже фактически это готово, здесь мы сделали гренки, хотя давай еще добьем остатки, да? Добивайте. Потому что, Мне по кажется, сути, это очень вкусно, да. Тем более, что яйца у нас еще остались, масло есть, можно Да. масло, по-моему, добавить, ну, чтобы не подгорело уже Да. до конца. Ну, есть такие сковородки, которых, в принципе, меньше масла тратят, но я же еще раз говорю, мы должны попробовать все. О, корочка. Корочку надо подольше. Ее можно немножко Ну, помять. она потому что тверже и Да. Соответственно, работаем руками, ничего страшного, все Да-да-да. стерильно, медицинское ежегодное обслуживание. Михаил,
Скорее всего, ну, я уверен, что у тебя куча научных трудов. А помнишь тему диссертации? Ну, Чему она была посвящена? она была посвящена антропогенной растительности. Но сначала мне посоветовали взять часть Якутии центральную, а потом сделать ее побольше. Мне кажется, уже тут надо что-то добавить. Ага. И, в принципе, мы охватили все Якутии и назвали ее шире. То есть это растительность населенных пунктов, пашни, связанные ближе к такому так называемому сукцессионному процессу, то есть восстановлению. Научные слова, практическая польза, хорошо. Практическая польза, то, что мы, в принципе, узнаем, в каком состоянии нарушенности находится экосистема сообщества. То есть это какое-то природное течение. Но я вообще, в принципе, долгие годы работал в фундаментальном институте биологических проблем клетозоны, поэтому это мой базовый институт. Но сейчас мы вот прикладные аспекты уже начинаем больше развиваться. Я сейчас возглавляю институт, который вообще очень легендарный, 115 лет ему, между прочим. Это старейший институт, как мы выяснили, на территории Сибири и Дальнего Востока. Это, в принципе, то, с чего начиналась Фитцян Цесаран. То есть, в принципе, у него много институтов, но мы оказались вот так, один из старейших. Долгие годы считал, что это институт языка и литературы, основанный Максимом Аюнским. Платоном Алексеевичем. Ну, а потом вот так жизнь показала, что, оказывается, нас учредил вначале как станцию бактериологическую аж сам Столыпин. Вот у нас такая Якутия интересная история академической науки. А вообще в этом году ЯНЦ 75 лет. То есть как база. Вообще одни сплошные даты. Ну да, 300 лет РАН, 75 лет ЯНЦ. Еще есть маленький хитрый юбилей, который, можно сказать, 85 лет якутской животноводческой станции. Это тоже, да, тоже очень важно. Вас касаемо. Очень касаемо. Поэтому вот приход в науку и вот мои темы связаны были с влиянием человека на природу, ну и в том числе сейчас получается на использование, в том числе фиторесурсов. Биоресурсов. Да, биоресурсов, это тоже важно. Слушай, ну у нас вообще передача же о еде, часто есть у нас такое расхожее, Все, мне кажется, готово. расхожая фраза «якут траву не ест», но траву ей кушать надо. Да. Да, я просто в своей жизни заметил один пример. Мы однажды были на экспедиции с китайцами, и они прямо с улицы рвали то, что мы по земле ходим, и что-то все время в еду добавляли. Это же так? Ну, у них много чего растет. Мы были в Жиганском улусе, прямо и речку там полоскал, заносил, и с мясом прямо то ли одуванчики, то ли что-то. Нет, чтобы сфотографировать. Ну да, Китайцы... То есть я к тому, что много ли растет того в дикороссов, которые можно употреблять в пищу? Травы. У нас очень много, вообще у нас очень специфическая флора, у нас вообще общее число видов растений очень небольшое. Да. Всего на огромной 2000, нашей Якутии 2000 видов. 2000 всего лишь чуть видов. Меньше даже, 1900 с чем-то, да? Но это говорит о том, что адаптировались только самые стойкие. Да. То есть мы тоже очень стойкие, которые живет в Якутии. Поэтому там очень много пищевых, лекарственных растений, в том числе, которые входят в десятку лучших растений фармацевтических мира. Ну, это известные радиола, златоплодник сибирский. Сейчас они очень популярны, но их нужно очень аккуратно использовать. Берё-ото. Да. Ну, например, да? Ну, это златоплодник сибирский. Да, он у нас относится... Вот как раз в Ущанском, где ты не был, он растет в горах. Нет, он растет в разных местах, особенно я имею в виду в горах он растет. Ну да. На подножье. Там северные радиолы. То есть много чего растет. Да, у нас очень много, есть целые книги, серии интересные, издательство наше «Аяр», «Бичик», они издали целую серию, начиная от птиц, рыб и до растений кустарниковых. Это вот интересные. Вообще наука старается популяризировать свои данные. Ну да, но практическую пользу. Мне кажется, уже готово. Да, можно просто выключить и пусть И стоит. она уже Хорошо. нас Так, ждет. приступаем к главному с тобой блюду. Потому что когда я приехал в Ленинград, мама сказала, у нас, помните, вы не помните, в советское время было такое понятие комбижир. Это вообще страшная смесь. Комбижир. Да. А Комбинированный жир. растительное масло в периферии было дефицит. Поэтому она говорила: Миша, там, если что-то делаешь, используй растительное масло. Я приехал,
В Ленинграде комбижира нет. Ага. Там такой дефицит, который у нас был дефицит, там не дефицит. Поэтому растительное масло, вот это одно из таких масел, которые необходимо. Так, ну, в принципе, жарить самое простое, Да. соответственно, Вы как солите, перчите? ну, надо посолить по стандартному. Сильно не греется. Да. По стандартному. Ну, надо положить, а потом посолить. Я люблю так, по крайней мере. Когда ложишь. Походу. Да-да-да. Это такой мини-стейки получается, да? Ну да, вот у нас Семен же профессионал, он порезал нас в таком виде, потому что это же ребятина, поэтому, само собой, она будет довольно Можно быстро. даже с кровью. Нет, ну лучше не надо. У нас есть специалисты, которые говорят, лучше перебдить, Перебдить. чем недобдить. Ну да. Поэтому, Это поварская поговорка. ну и так, где наша вилка? Так, ну давайте мы сразу все заложим, потому что, по сути, сейчас мы, ну, под конец можем бросить туда это и лучок. В самом Ну, конце в украсить. принципе, да, это не суть важно. В принципе, мне кажется, очень слишком жарко. Чуть уменьшить можно? Нет, самый маленький. Это Самый самое маленький. Ну хорошо. Меньше не бывает. Значит, это... Посоливший. Да, ну это дело вкуса. Ну, Перец ну так говорят. добавляете? Нет, перец, это Перец в конце. в конце делаем подливу вот на этой базе. Потому что сейчас мы ее, весь сок отсюда уйдет, попадет. И чтобы его не терять, не выливать просто так, мы сделаем подливу. Потому что подлива, она вот на базе этого. В принципе, у нас уже почти все готово. И ждем. И пока ждем, Михаил, а вы выключили или что это сделали? Нет, это все нормально. А это какая-то такая... темпер можно регулировать. о. Круто, круто, круто. Хорошо. Так, такой вопрос. Директор Янисх. Ты, да. Какие задачи в первую очередь ставятся перед институтом? Ну, вообще у нас наши условия, которые в Якутии для сельского хозяйства, они довольно экстремальные. Ну Поэтому, как бы, в целом... как бы, Крокодил вот не если, ловится, не растет да, кокос. посмотреть, если историю, то урожайность и культуры, и она была очень низкая. 7-5 центнеров гектара, да, это было... Слава богу, в некоторых улусах, если один урожай успевает собрать. Всего да. один. Да, всего Это нормально один. у нас, потому что Да, у нас да. очень короткий вегетационный период. Поэтому, Нет, ну соответственно, некоторые виды зелени в 2-3 раза можно, там, ну, допустим, рукколу. ну, это, Я успеваю. это овощные. да, А тут мы говорим Ага. про основные базы, Ну, про зерновые, там, Ну, да. подобные вещи. Поэтому надо было заниматься селекцией. Плюс у нас уникальный якутский скот. Это плюс, если посчитать еще лошадей, большое количество пород, разнообразие, они все адаптированы. То есть, если бы наши предки не занимались вот, народной селекцией, то, конечно, бы сейчас такого сельского хозяйства не было. Она, между прочим, одно из самых таких мощных, крупных в Дальнем Востоке. Ну, якутская По порода объему. лошадей, она Якутская же порода не лошадей, зря, да, не зря она проленские, существует. есть там типы различные, янские, колымские и так далее. Подвиды, Это да. все, да. Сейчас мы обосновывать еще 4 породы оленей. Все они были описаны, обоснованы. Пускай их больше народной селекции, но главное было доказать, обосновать. И сейчас на основании этого у нас есть племзаводы, различные племенные хозяйства. Они получают дотации из федерального бюджета на основании той работы, которую мы получаем. Плюс, конечно, это элитное семеноводство. То есть для размножения нужна система семеноводства, и она делается. Плюс технологии по кормозаготовке, плюс различные технологии, связанные с агроэкономикой, обсчет, субсидии, нормы затрата. И это получается такой комплексный институт, в котором есть все. Но есть еще ветеринарный препарат. Вот в этой части ветеринарные препараты у нас, наверное, одни из самых... Еще рано переводить, да? Да. И одни из самых таких передовых вообще в Сибири и Дальнего Востока. У нас единственное предприятие, которое имеет патенты, лицензионные разрешительные вещи на создание ветеринарных препаратов от самых различных заболеваний. В основном лошадей, потому что их у нас больше чтобы всего. вакцинация, грубо говоря, да? Да, крупный рогатый скот тоже у нас имеет прививки и олени. То есть это основные 3 области. И у нас даже... То есть предотвратить на Да, начальном этапе, болезни. чтобы, Поэтому не дай бог, чтобы, ветеринарная как медицина... говорится, и так им тяжело, а тут раз и еще помощь. мощная. Ветеринарная медицина у нас как бы 1908 год Столыпин создал лабораторию. Потому что там сибирская язва, там много Ничего такого у нас всяких нету. заболеваний. Сейчас это потихонечку все ущедло, но все равно надо бдить. Потому что биологическая
безопасность, она вот даже перелеты отовсюду. О, уже можно, да? Еще можно. Ну тут уже Семен, Да-да-да, но Семен он чутким глазом. профессионал, да. Мы это увлеклись, а вообще на самом деле Ничего, нормально. все хорошо. Поэтому, ну, институт такой комплексный. Ну, основная вещь, мы за счет федерального бюджета производим новые концепты, новые вот эти научные разработки, концепции, сорта, породы обосновываем. Ну и плюс надо их внедрять. Поэтому, соответственно, работы с хозяйствами, с Минсельхозом по линии программы развития сельского хозяйства научно-технического, это тоже мы производим, делаем тесные связки, работаем с Минсельхозом, зампредами по многим вопросам. То есть вот это основная функция института — создавать научную продукцию и внедрять ее в практику. И, в принципе, успешно это происходит. 115 лет все-таки такой срок, по которому таких институтов в Сибири, Дальнем Востоке, как ячейки, нету. Самый старый. Слушай, Старейший. говорят, что сельское хозяйство в Якутии, учитывая то, что наши климатические условия, ну, скажем так, чуть ли не обречено. Но, тем не менее, республика может сама себя содержать сельским хозяйством, ну, то есть в части пропитания. Ну, вообще надо сказать, что, в принципе, самообеспеченность определенный процент есть, но Да. мы ставим вопрос еще больше. Почему это связано с тем, что... Зачем сколько-то привозить, когда мы да, можем сейчас здесь? стоит задача, чтобы наши работники получали те средства, которые они были конкурентоспособны. Чтобы им было выгоднее заниматься. Да, и выгоднее плюс заниматься. они же, это же будет получаться как зарплата, если борьба с бедностью, в том числе и такая. Ну да, Поэтому новые сейчас рабочие места и ставится все задача, прочее. что Это такой усилить конкуренцию задач, с теми семенами, породами, которые, в принципе, могут у нас находиться. Поэтому, конечно, в сельском хозяйстве конкуренция очень сильная, но у нас природа нам помогает в этом плане. Многие породы и так далее здесь очень плохо приживаются или они очень затратные. Поэтому наши местные адаптированный скот, он гораздо более экономически даже выгодный. Ну вот лошадки бедные, они ходят сами по себе, им специально сено косить не надо, хатоны им не надо строить. Ну, что-то поддерживать надо, особенно Все равно молодые, поддерживать надо, но это допустим, всё-таки- не как коров. Да, допустим. не так, Да, конечно, не как в коров, этом да. плане. Но есть такие коровы, которые дают огромное количество молока, там вот экономику считают. Кто-то говорит, что выгодно привезти, кто-то говорит, лучше местно адаптированные. Это в зависимости от нашей Якутии. Якутия же такая огромная, это фактически Огромная, да. 3 природные зоны, подзоны, 6 экономических природных районов. Это Да-да-да, мы где как- все- мы как- везде, где разная мы логистика. да. фактически как вся европейская территория России по климатическим условиям. У них же там Мурманская область, там тундра, заканчивая югами, Да, поэтому степями. сказать, что вот в Якутии, сложно говорить, да, то есть каждый район, он сам по себе Да, разный. да, уникальный. Ну, вот Уникальный. сколько мы ездим и знаем, это все, конечно, составляет основу. Ну, возвращаемся к мясу, надо все-таки его стараться почаще переворачивать. Я, например, люблю, чтобы это, как бы не особо было прожаренное. А я вот люблю Да, вот так. Ну, ты ладно. любишь, ты любишь Да, так, я- но я не все-таки могу. давай. Ну ладно, если что-то останется, Я давай могу. вот эту парочку оставим. Ну, я могу так. Ну ладно, Перевернутую. не, я не Поэтому институт и наука вообще это для тех, кто работает, им нравится, фанатеет. Я как бы вот всю жизнь так работал в науке и работаю. Всю жизнь науки, да. И опять же, возвращаясь к науке, я вот знаю, что ты был одним из основоположников, зачинателей, идеологов конференции «Шаг в будущее». Расскажи, пожалуйста, про это. Ну, надо сказать, что тут надо упомянуть обязательно Михаила Ефимовича Николаева. Да. Потому что фонд Баргары, который он основал, и на него вышел Московский государственный технический университет имени Бауна. И он мне предложил, вот мы проводим общероссийскую конференцию такой для детей. Это было дико в то время. Дети, наука, это же как так? Они же вообще ничего не знают, Да. ничего не умеют. Да. Типа- Какие еще дети, да? Да, они же Да, тут маленькие, тут ничего не ученые, знают. да. Тут взрослые-то учиться да учиться, да. В этом плане, поэтому Михаил Ефимович дал фонду Баргары. Фонд Баргары привлек великих ученых, в том числе Ларионова Владимира Петровича. Владимира Я Петровича, академика, да. под его руководством работал 8,5 лет. Это просто огромная школа, где он нас обучал управленческим вещам, таскал за собой. Это тоже очень важно. Поэтому, соответственно, там было и Крымский Герман Франкович, и Соломонов Никита Григорьевич, университет, Российской академии наук, все институты, все помогали. Ну и потихонечку это все завертелось. Идеолог, наверное, все-таки Михаил Ефимович, Владимир Петрович. А я такой исполнитель, но такой Ну, один пиарный. из, в пиарный, самом начале, пиарный. да. Да. Спасибо, Семен.
Да. Мощная боевая Вот, единица. видишь, мы тебе оставили, Да-да-да, допустим. что у тебя было. Поэтому, соответственно, сейчас мы уже 28 лет как работаем. Я Это- был одним из первых участников в 96-м. Да. Это у нас мы начинали как раз в 96 году, и, Я помню. и конференция была со студентами, с молодыми учеными. Многие из них сейчас доктора, даже академики местные. Ну, в целом, так что это было нужно, важно, и целое поколение мы создавали тягу к науке. Вот сейчас у нас десятилетие науки и технологий в Российской Федерации. Идет реклама, пропаганда. А мы, в принципе, эту рекламу как-то уже в 90-е годы это дело уже навязывали, говорили, что шаг в будущее это круто, приходите, участвуйте. Дети выступали, у них были такие вот алгоритмы научные, там, цели, задачи, методы, работу с приборной базой, обработка, выступление, представление. Это Ну вот да, такая вещь выступление нужна, тоже, да. презентация Да, немаловажна, это потому что очень одно важно. дело сделать, а другое дело не суметь об этом рассказать, да, защитить. Есть такое слово. Сделать из говна конфетку Так, ладно. может не каждый. Это искусство. Поэтому Да. подать Подать, вещи, показать, это рассказать. это пусть, прекрасно. пусть у тебя сначала скажут, это что такое вообще, ты Не-не-не. что? Да, На могут самом же- деле почти все такие, многие безумные идеи вот так и начинаются. Так и Вот начинается, когда да. Алферов занимался в Ленинграде Говоришь, да. с этими полупроводниками, там, Сказали, да полупроводник. что ты Да делаешь? что ты делаешь? Это же... И это молодые пацаны. Вообще никакой перспективы, зачем А бросить? теперь это основа всей интернета, Да, технологий, да, телефон полупроводники, мобильный, да. это все там. Ну, вот. Поэтому это начиналось с безумных идей, которых надо было поддерживать, и молодые ребята это делали. Потом они стали великими. Ну да. Потому Вот что мясо вытащим в тарелку. И Да, вы в какую? должны сделать соус, да? в Да. эту. И за соус, да? Потому что у нас время уже как бы не Подходит. резиновое, эфирное время, у нас Да. не резиновое, у нас уже как бы подходим мы к финишной прямой и к самому лучшему. Да, и вот мои кусочки, пожалуйста, стороночка, положите, пожалуйста. Да. Так. Ну и поэтому, соответственно, конечно, наука — это творчество, пространство, и как бы очень важно было, чтобы молодежь это понимала. А молодежь сейчас вообще охотно идет в науку? Ну вообще как человек, Ну, который уже давно этим Вот занимается? смотрите, многие директора, руководители центральных институтов, они говорят, направляйте ваших лучших студентов, выпускников к нам. Мгм. У них дефицит, у нас профицит. Но с другой стороны, У нас. нашим-то людям-то тоже хочется лучших себя оставить. Поэтому в этом плане я понимаю, что у нас, в принципе, идут в науку, охотно занимаются, защищаются. Идет смена поколений. На самом само деле, собой, да. многие коллеги, которые вот начинали, да, ладно, ты вот, у тебя свой путь, но многие, которые были, они наши коллеги, заведующими группами, даже лабораториями. Я сказал, многие шаг будущего начали сейчас директора институтов, академики. Мгм. Это без этого бы не было. Я думаю, у нас была обстановка гораздо хуже. Так, в принципе, с подливой можно делать следующим образом. Вообще, по правилам, надо было, конечно, сделать, сначала сделать муку. Что нужно делать? Да, говорить. расскажи, пожалуйста, вообще. Ну, давайте я немножко... Технологические циклы. Я, Масло. я немножко нарушу, да. Во-первых, мы использовали то, что здесь мясо есть, да. М. Потом, в принципе, сначала делают муку, ее поджаривают, она немножко становится такой цветом такой немножко значит, коричневатой, да. Таковато. Да. А потом уже ее начинает. Ну, давайте мы, так как у нас не так уж много и подливы много не сделаем, но она должна быть. Давайте нарушим. Да, Вещи- ну не надо включать плитку пока. Или- Нет, Потом, можно да? не включать. Ну, давайте немножко возьмем, да? Это делается для того, чтобы было свежующе. Потом многие говорят, надо не особо воду, но я почему-то люблю воду наливать, да? Семен, включай, пожалуйста. Я думаю, мы это все равно разварим, покрутим, перекрутим. У нас будет такая штучка. Когда мука не очень, это как бы подлива соус. Образное название у нас в семье подлива пых-пах. Этот, если папа делает пых-пах, значит, это вот все, это ужасно пых-пах. Но, в принципе, пых-пах — это слово, которое в нашей семье все знают. Значит, соответственно, видишь, уже похоже на это, но просто если бы мы... Чуть-чуть водички, да? Да, еще водички. Если бы вы... Профессионал заметил, что ему нужно Да, побольше ну, водички. ну, Семен у нас профи. Где-то мы с тобой любители. Нет, ты, может, профи? Зелень добавляй? Э, Я профи, но я это скрываю. Да, давай.
подбросим, чтобы он все-таки сухой, да? Да. Если сухой, она должна немножко Немножко добавим. прийти. достаточно. Так, соль у нас была, но давай все-таки, я думаю, чуть-чуть добавим. Ну, можно попробовать и, если что, добавить. Да, можно добавить. Ну, тут как-то перед народом соль пробовать не надо. Третий раз Наняла говорит об этом. Да. Бог любит троицу. Теперь Мы же два раза это на сказали, да, любителя. да. Смотрите, вообще, кто предпочитает белый, такой не перченый, да, то можно вот на этом принципе остановиться, да? Да, но лучше поперчить. Да, лучше поперчить, потому что, ну, как-то, Конечно. особенно для мужиков. Мы ж готовим для для себя. мужиков, Мы да. ж готовим для себя. Для мужиков. Ну, я немножко тут побольше. Так, еще какие были вопросы там у нас? Так, вопрос. Иногда говорят, расскажи Богу о своих планах, но тем не менее, да? Наверняка ты сейчас не думаешь о том, чтобы поменять профессию и все прочее. То есть наверняка впереди себя видишь, ну, то есть заниматься наукой и все прочее. Но вдруг, если поступит какое-то предложение в центр, куда-нибудь другой институт, более круче, там, чё? статуснее и все прочее. Так, ну, некоторые сказали бы, это провокационный вопрос, да? Да, На это самом деле это провокация. но я в реальности человек, который учился в Ленинграде, да? Потом, Да. потом в Уфе, докторантура, В аспирантура. красивейшем городе. Да, предзащиту в Москве, в МГУ, Новосибирске, там, наверное, в совокупности, наверное, прожил. Все крутые научные центры, год, да. объездил, да. Ага. Везде, где я бываю, ну 3 недели, 2 недели, и все. Хорош, да. Хорош, домой. Потому что здесь, ну, не знаю, патриотизм, то ли что, то ли... Ну, по крайней мере, мы, ученые, да, порой ценим себя как единицы, которая должна как-то, ну, работать там, где ему комфортно, где ему нравится, да. Я считаю, что у нас вот те, кто работает в Якутском научном центре, в наших вузах и так далее, это люди такие работающие здесь, патриотичные. Конечно, конкурентность многих из них очень высокая, они вполне могут работать в других регионах нашей страны. Ну вот они решили сделать. Я, например, буду здесь и буду долго, я думаю, до конца жизни. И кто-то когда-то из чиновников сказал, что уровень как бы это... Ну, восприятие народа социума определяется площадью кладбищ. То есть это люди, которые тут остались, и их потомки, и бабушки, дедушки. У меня все мои родные здесь. Я думаю, что это одна из таких вещей, которые я останусь здесь и в любом случае, в любом статусе. Понял. Хорошо. Да, мы выходим на финишную прямую. Соус у нас уже практически готов. Да. Ну, вот если тут мы бы заранее проварили, то у нас было меньше комков, да? Но, с другой стороны, комки это тоже... Комки это тоже часть Давай субкультуры. тарелки. Да. Давай. Передай ложку. Да. Держи. Сейчас положу гречку. А вы... Ну и смотрите, я, в принципе, написал ложечки, да? Ложечки. В принципе, у кого, если есть возможность, можно использовать ложечки, эти да? вот эти. Но, в принципе, вилки – это привычная вещь, которой все, наверное, пользуются. Поэтому у нас получилось очень простые вещи. Да. Гренки, на скоростях их много. Мясо достаточно, ну, сколько порежешь, столько будет. Плюс в твоем стиле. Плюс подлива достаточно объемный. Можно взять соусницу. Гречку с подливой. Да, это гречки, может, и немного. Ну, Пойдет. гречка такая. Ну, если у нас есть соль, то все. И еще есть у нас, если вдруг кто любит гренки сладкие, то есть мед. Да, и пока... уже все, это уже насервировано, мы Да. сами уже отсюда Да, мы берем. вкладываем. Так. У вас у тебя Гравира вилка есть? мало, но с другой стороны, для утра это нормально. Вот так делаем, да? Прямо каждый Да-да. себе. Каждый У себе. нас мужская компания, ну что, ну, прямо как на охоте. Раз. Во-во-во, ты, между О. прочим, очень хорошо сказал, да. Да. Это каждый проливает столько, Каждый сколько сам на ему... себе, сколько ему хочется. Ну, мы же привыкли к такому соусу в наших столовых, особенно те, которые классные. Ложечку? Да, держи. Так, Мясо передайте тоже. Да, и Семену тоже мясо. Он любит мясо. пожалуйста. Так. У Семена, кажется, надо успевать еще забрать. Я сейчас шучу. Петя, тебе? У меня ее я в себе положил, свои свои. кусочки. По греночке, да?
И Ну, по греночке. Да. Я вот Гренки на выбор. курочку беру. Или такую, или И такую, и такую. Да, такую обязательно. Да. да. По ситуации. Ну что ж, друзья, приятного аппетита нам. Давайте попробуем, что у нас получилось. Мы уже тут пробуем, да? Прямо сходу. Дегустацион. Класс. И соус вообще тема. Я сейчас положу большой кусочек мяса, да, но до этого у меня есть к тебе просьба. У нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Так, ну, у нас сейчас зима, но неизбежно наступит весна. И я желаю всем весеннего настроения. У нас много праздников, мы о них уже говорили. Желаю вам удачи, не болейте, не чихайте, не кашляйте и берегите себя, это очень тоже важно. Михаил, спасибо большое за очень вкусное блюдо. Да, действительно очень вкусно по-домашнему, как мы часто говорим, просто вкусно. Я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях директор Яниск ЯНЦ СО РАН Михаил Михайлович Чиросов, Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.